Испытано на себе. Не секрет, что любая поездка начинается с подготовки. Перед выездом в бассейн реки Восточная Хандага нам нужно было загрузить лодки и вещи в прицепы, а также подружить мою лодку с другим мотором. Целями нашей поездки были тест лодок и посещение очень живописных мест Восточной Хандаги. Так, на Шерпу 500 ставим 60-й Меркурий, но по факту полтинник подняли такой дощечкой и немного отодвинули от туннеля. В целом вроде нормально, да? Да по-любому. Поедет. Куда она денется, да? Изначально мы планировали идти на 2 лодках, но буквально в день выезда прибыла еще одна экспериментальная лодка – выдра Шерпа 430. Закупив провизию и упаковав все вместе с лодками, мы выдвинулись на паром. Обычно путь до места спуска лодок занимает не так много времени, но не в этот раз. Нам предстояло преодолеть путь около 500 километров до села Теплый Ключ, и дорога нам подготовила немало сюрпризов. Буквально перед поездкой я приобрел датчики давления в шинах. При снижении давления они сигнализируют, и у вас есть возможность вовремя среагировать и сохранить ваши покрышки. Так, у нас непредвиденная остановка. Хорошо, перед поездкой поставил датчики давления. Давление упало, просигнализировало. И тут прямо вырвало кусок резины. Так уж получилось, что вскрылось отремонтированное отверстие, достаточно широкое. Чтобы не терять время, мы решили воспользоваться ремонтными жгутами. Так, я там забыл уже, как делается. Очистить место повреждения, удалить проколовший шину предмет, давление в шину. Я же из это, наверное, если та шина, там такой кусок этого был, арматуры, уже зализанный. А, то есть она уже ремонтировалась? Я его делал латку, если это то колесо, ну, похоже, дырявил, и потом еще заклеили, короче. Снутри. Изнутри, ага, залечили. С этим инструментом обработать. Чтобы форму поддержала. Ставить вот эти в шину. Вместе с этим, с монитором. Да? Можно было колесо потерять. Давление сам выставляю, да? Какое? Ну, она там стоит 1.7, начинает сигнализировать. 1.7 нормально. Жидкий. Видишь? Ой, надо подготовить меня.
Связь есть, да? Спускает. Сказал, что не спускал. Ну вот еще бы сюда-то дожгут, да? Или пока доедем до парома? Это доедем. На эти просто сейчас аккуратненько подрезать. В Кандыге там, возле заправки, что монтаж есть. Сейчас зашибись. Нашему главное, чтобы его камень не сбили. Так вот. А теперь можешь сверху. Зашибись. Слегка, да? Да, слегка это ерунда. Что будем подкачиваться? В полевых условиях быстренько отремонтировали прокол. Скорее всего, это прокол старый, чиненный. Вот, ну, перед дорогой буквально взял вот этот датчик. И он нам просигнализировал, когда давление упало до 1,7. Мы стали подозрительно смотреть на это колесо. Остановились. Во время стоянки упало до 1,5. Ну и, соответственно, начали искать место прокола. Благополучно нашли и подлечили. Немного спускает, но тем не менее, ну, дойдем до Хандыги. Да, все, мы готовы. Дойдем до Хандыги и там на монтажку заедем. Сейчас Дмитрий рассказал, что они как раз в это время ехали и с Евгением обсуждали, что преимущество без камерки перед камерой. Ну, вообще вот эту тему подняли. И в этот момент у нас начало спускать колесо. Интересно, да? Так, ну что, в целом у нас давление держится, даже во время движения немного поднялось. Доехали до Таты. Сейчас будем пить кофе. Зайчик, зайчик. Зайчик, зайчик. Бежать на 50 километров. Перед нами, да? Я выбегаю, смотрю. О, молодец, умный. А он по свету бежит же. Получается, да? Все маленькие. К паромной переправе через реку Алдан мы подъехали поздно ночью и с первыми лучами солнца загрузились на паром. Столбы из берез. Ну что, друзья, мы поспали. Сейчас 6 утра. И мы заезжаем на первый паром.
шланг накрыть. Сухо, сухо. Тормоза пропали. А жидкость есть? Вот смотрит. Жидкость Сейчас камень прилетел Куда? вниз. Короче. Тормозуха есть? В уголок или придется это? Так, у нас еще одно испытание. Шли по гравийке, ну, скорее всего, из-за большого камня, то есть был такой сильный удар, вылетел булыжник из-под колеса. Потом через некоторое время хотел притормозить, и тормоза уже, в общем, исчезли. Хорошо, что на равнинной части. Сейчас поднимем, посмотрим, что там вообще произошло. А, ты подмос, что ли? Ну, тут не знаю. А что-то есть, да, подложить? Да, вот, я принес. И еще есть калибр. На камеру. Жестко, да? Бывает такое. Представляешь? Так, ну, чтобы примерно было представление, примерно вот такой камень. Был сначала удар по раме. Возможно, что он именно избил. Сейчас посмотрим, что именно случилось. И вылетел из-под колеса. Или такой. У страха всегда глаза велики. А что, с гайки просто спускала, что ли? Он просто разболтался? Просто разболтался. Что, видно удар, да? Знаешь, вот. А, вот же, точно, смотри. Вот что, на раме, на тяге. Вот как раз часть удара по тяге. Нет, это не на 10. Я же говорю, на 12 давайте. там на 13 ключ. 12. Да. Надо было сразу не залезть, а? Заливайте, я с этой стороны буду смотреть. Мне отсюда видно. Слушай, немного убежало. Еще. Уровень, Стоп. стой. Уровень. Все. Уровень. Теперь у себя его заведи. Качай. Давай. Появляться будет? Ну, есть. А? Там не брызгает? Есть. Есть? Ну, лучше, да, становится. Так. Там что, не вытекает? Получается, мне уже просто сбило. Удары. Сыграло. Еще. 10 раз. Нет, Да много не надо, сильно. упор почувствуй какой-нибудь. Так, ну вроде бы не так страшно, то есть ни шланг не порвался, ничего. Сейчас посмотрим. Прокачаем тормоза. Ну, в целом упор сейчас есть, и вроде там нет, ничего не вытекает. Не течет, да? Не течет. Так, у нас получается одно починили, и как я сказал, слава богу, не шланг, и тут же лопнул шланг. А есть передний. этот выдуха? ВД-40? Да. Есть, по-моему. Да, пожалуйста. Подожди. Шикарно. Я сейчас покажу тебе, какая первая гайка. Друзья, интересный совет от Евгения, опытного дальнобойщика. Я вот что-то про это не задумывался. То есть у каждой гайки, ну, должно быть свое гнездо. Почему? Ну, смотри, у тебя шпилька твоя, да? И гайка.
допустим, ты вот эту гайку, она уже, допустим, нашла, вот, ну, вот здесь у нее своя резьба, да? И ты, если другую, допустим, она, резьба там маленько чуть-чуть сбита, да, там потянута или еще что-то, ты начнешь ее в другую закручивать, тогда ты начнешь гайку еще сильнее убьешь. Понял? Или гайку, или шпильку. Есть это А? хорошее стечение обстоятельств, да? А? Это, братан, у тебя есть ангел-хранитель. А у нас мелких хомутов никаких И нет. мы пришли к выводу, что все сложилось самым наилучшим образом. Арусь, А? мелких хомутов никаких нету. Стяжки? Не, именно Еще самое плохое, что прицеп-то толкает тебя. Да. То есть ты на спуске он тебя, ты можно машина было неуправляемая забить становится, чопики, и зажать тебя хомутом, толкает. все. Да. Понимаешь? Сейчас посмотрим, какое там отверстие в этом, А он в всё самом, скорее в самом а суппорте. И может, Не, она на шланге на сгибе. включать. Его будете разрезать, что ли, шланг, и будете туда с две стороны пихать, Почему и два хомута одевать или Заклеить? Не, заклеить. пластмасску поставить. Какую пластмассу? Ну, туда бы не лез. Сейчас. Куда? Там давление большое, да? Ну, конечно. Потом будете останавливаться 10 раз, и будете этот свой хомутик подтягивать. Пройденный этап. Дай-ка бутылочку из-под этого. Из-под тормозухи, а? Как туда? Вот так. Вот видел пальцем? Угу. Есть она там? Можно же шестигранную сделать. Нет, шестигранную не надо. Сделай кругленькую. Старайся тут кругленькую, закруглить ее. Ну уже не пригодится сейчас. Из крышки, из подсока сделали вот такую кругленькую деталь, которая дополнит, да, заглушку, дополнит сейчас этот автомобиль. Он может не влезть. Достаточно одной таблетки. Красный. Заходит? Нет. Меньше надо. Можно? Да. Как вариант. Или брусочком аккуратненько. А так вот лучше, да. Чесайте. Ой. Да не, Да не, он наоборот ну что, это очень крепкая машина. крепкий вообще. Ржавая вот эта вот гайка, кстати. Не, на этом, на тормозухе. Не целых клапан. Все, закручиваем. Затягиваем хорошенько и все. Ну, это достаточно серьезный процесс, поэтому Евгений, как профессиональный водитель, сейчас руководит нашей командой, чтобы починить автомобиль. Ну, тормозная система, сами знаете, что это такое. Вот. Я, конечно, сам виноват, что, в принципе, я видел, что этот шланг уже доживает свою жизнь, но подумал, что после поездки перед зимой я его поменяю. Даже договорился на изготовление нового шланга, потому что вот оригинальные вот эти доставать достаточно проблематично. В Якутске их делают, то есть можно полностью сделать как оригинальный. Даже будет лучше, то есть для зимних условий уже испытано. Вот, просто времени не хватило, это я оправдываюсь, и я поехал. Вот как видите, ну смотрите, ситуация Попробуем. какая получается. Давайте У пробуем. нас сначала камнем сбила ту тормозную часть, да, то есть задняя и правая. И когда прокачивали тормозную систему, даванул этот шланг. Хорошо, что это произошло именно так, а не иначе. Стоп. Посчитай бачок. Можно фонарик. Чуть-чуть. Грамм 10. Жесткие. Тормоза жесткие. Сильнее сделать? Возьми и держи тут. Давай. Шланг этот
До шланга. Шланги сняли. Там у тебя тоже... Тормози. О, нормально. Нормально. Левым колесом тормозить. Ну, вот этим. Только смотри аккуратно, да, чтобы у тебя будет тянуть в эту сторону. Кратковременными нажатиями приводит к чему? Полному торможению. Красавчик. Вот, учился. Ножной АБС. Вот. Так, ну, действительно, здесь негде починить нам сейчас автомобиль, поэтому своими руками мы с помощью опытного нашего Евгения сделали пробку, заглушку на тормозную систему. Я бы тоже действительно, ну, я знал, что вот можно так как бы закрутить болтик, обжать его или чопик какой-то, но, скорее всего, действительно потом пришлось бы это все время проверять. И не особо надежная конструкция. А здесь получается, что вырезали мы пластиковую детальку кругленькую и положили в паз. То есть она не дает пойти тормозной жидкости дальше в тормозной шланг, который порван. И в целом не так много времени это заняло, а сделали ее из обычной пробки от газированной воды. Сейчас попробуем. Да, действительно, чуть-чуть влево уходит. Тормозит левое переднее колесо и два задних. Вытянут. Мастер. Зато мы едем. Зато мы едем. Друзья, ну что, как говорится, не только у нас что-то там происходит. Вот, Петр Егорович, что вы нашли? Запчасть. Ой-ой-ой. Это от нашего второго прицепа. Видимо, на кочке подбило. Ну, на самом деле, по моему опыту, как видишь, у меня же новенькие висят. Да, в багажник. Это уже так чисто. Уже ничего не пригодится оттуда. Может только эту приварить и выправить. А сюда кидай. Вот такая вот трасса Колыма. Трасса Колыма, вообще, надо сказать, очень беспощадна к колесам. Те, кто часто ездит до Магадана по этой трассе, то есть колеса, это, можно сказать, такой расходник.
Итак, друзья, мы сейчас находимся в Теплом Ключе. Это наш автомобильный конечный пункт. Здесь мы будем спускать лодки на воду. Соответственно, скорее всего, уже завтра будем выдвигаться в нашу мини-экспедицию. Вот. Но что касается наших заплаток, жгутов, в общем, они все-таки не выдержали щебенку и потихоньку выходят, вылезли. И в итоге мы решили поставить запаску. Вот. В Теплом Ключе нашли шиномонтаж, называется он «Шинка». Вот сейчас там ремонтируется колесо. Ну а ребята сейчас будут проверять спуск на воду, где можно хорошо подъехать, как бы комфортно. И, соответственно, уже такая у нас начнется второй этап нашей поездки. Как работает, да? А? Как работает? Нажать надо. Так. Да? Да. О! Друзья, мы сейчас в Теплом Ключе. Пришли в кафе покушать. Вообще очень аутентичная вещь. Смотрите, умывальник, ковшик, бочки с водой и огромное зеркало. Че, мыло не надо? Можно на себя посмотреть. Мыло не надо? Ну, я помыл. Я его не вижу. Было справа, ну ладно. Нет. Друзья, ну мы прибыли на место нашего старта. Старта уже по воде. Река Восточная Хандыга. Здесь мы, соответственно, разбили лагерь. Состоит он из 3 палаток. Давайте покажу. Так как у нас в экспедиции 5 человек, соответственно, решили воспользоваться нашим вот таким вот. Обычно мы с семьей так отдыхаем, выезжаем на длительные остановки. Состоит 3 палатки. 3 палатки Lotus, зонтичный тип. Значит, здесь у нас 2 раскладушки, переход. В этой части у нас будет такая отопительная система. То есть, ну, сейчас уже ночами минусовая температура, поэтому будет топиться печка и отапливать 2 помещения. Тут спит истопник. Петр вызвался это делать. Ну и, соответственно, здесь у нас такая, как бы, кухня, совмещенная со спальней. Еще 2 раскладушки, стол, холодильник. Все это запитано на генератор, который вот там стоит, немножко тарахтит. Самая главная цель нашей поездки — это, конечно, посмотреть красоты Тампонского района, пройти по реке Восточная Хандыга, подняться в горы, которые находятся вот позади меня. Вот у нас 3 лодки: GT480, Sea Brewer, Шерпа 500, и вот эта вот экспериментальная Шерпа. Она пока в
таком формате, что прямо как, я бы сказал, прототип. Потому что самое главное здесь это туннель. Ну, я думаю, что мы еще туннель посмотрим. Отличие кроется, скорее всего, вот в этих моментах. Мы это все разберем, посмотрим, как она будет себя вести. Длина у нее 430, шерпа 430. Вот такого вот серого цвета, серо-черная. Сегодня у нас в планах, пока еще светит солнце, нужно проверить, как будет вести себя с мотором, с новым, ну, с другим мотором моя лодка. Тут будет стоять Mercury 50-сильный, но 1-литровый двухтактный мотор, чуть посильнее, чем мой мотор Tohatsu. У него объем 700 кубиков. И вот эта лодка, буквально перед выездом из Якутска, мы даже думали, что не успеет прийти этот экземпляр, но транспортная компания позвонила, сказала, можете приезжать забирать. И мы буквально вот прямо перед самим выездом ее забрали. То есть на ней еще не обкатан мотор и так далее. Нужно будет ее привести в порядок. Вот. Ну, а это тоже достаточно такая тоже экспериментальная модель. Я думаю, Андрей, хозяин этой лодки, расскажет про нее поподробнее. Там тоже кое-какие есть изменения. Вот. Сейчас самое главное нам обустроить лагерь. Лагерь, кстати, временный, но тем не менее палатки сейчас были установлены таким образом, что далее буквально завтра уже следующий, когда будем лагерь ставить, все пойдет гораздо быстрее. Убраны переходы, убраны лишние двери. Вот. Завтра с утра мы это все собираем, грузим на лодки и двигаемся в путь. Действительно интересен тот факт, что в этой поездке мы тестировали сразу 2 лодки от разных производителей. Опыт наших ребят позволяет делать определенные выводы в поведении лодок на воде, которые в свою очередь принимают во внимание производителей и делают те или иные поправки, совершенствуя свои изделия. Испытано на себе.